В Кыргызстане последние 12 дней наблюдается высокий рост заражения COVID-19, что говорит о начале 4-й волны. Согласно матрице оценки риска, Кыргызская республика находится в желтой зоне, Бишкек в красной. Сегодня министр здравоохранения Алымкадыр Бишиналиев сообщил, что в стране выявлен штамм омикрон. В Национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди пациентов республиканской инфекционной больницы. У двоих зафиксирован омикрон-штамм. Он выявлен в Чуйской области. Линия Б – это вот те виды, варианты коронавируса, которые вызывают особую озабоченность. И поэтому вот как раз таки омикрон, он относится к этой категории, то есть является высококонтагиозным и обладает способностью быстро распространяться. И вот первые случаи уже вот в 2 изолятах мы обнаружили омикрон. И это говорит о том, что он у нас уже циркулирует на территории Кыргызской республики. И есть опасения того, что он может быстро развиться, могут одновременно заболеть много людей. Защитить себя можно, привившись или получив бустерную вакцину через 4 месяца после полного курса вакцинации. Раньше этот период составлял 6 месяцев. Бустерную дозу вакцины ввели с 20 декабря. В Минздраве в связи с улучшающейся эпидситуацией призвали граждан, возраст которых составляет более 60 лет, а также работников здравоохранения, образования и социального блока, получить данную бустерную дозу. Его высокая контагиозность доказывает то, что если в конце ноября он был зарегистрирован в Южной Африке, то уже в конце декабря зарегистрирован уже более 103 странах мира. То есть он быстро трансформируется и быстро распространяется по всему миру. Симптомы штамма омикрон часто напоминают ОРВИ или грипп. По информации главврача РКИП Гульджигита Аалиева, это головные боли, боли в горле, в суставах, мышцах, потливость. Но при этом, в отличие от других штаммов, могут сохраняться чувства обоняния и осязания. Клиника при омикроне протекает легче, но заразность у него выше. Из-за схожести симптомов с другими вирусными заболеваниями отличить самостоятельно пациенту будет очень сложно. Гульджигита Аалиев добавил, что среди поступающих в тяжелом состоянии большой процент тех, кто не вакцинировался, у которых есть хронические болезни. Одним из самых эффективных мер по недопущению распространения коронавируса это мера вакцинация. То есть вакцинированные люди уже из опыта других стран, на основе исследований показало, что они болеют легче, то есть переносят коронавирус, даже если они повторно болеют, то уже переносят намного легче. При появлении простудных симптомов гражданам необходимо обращаться в ЦСМ или ГСВ по месту жительства, звонить семейному врачу или на горячую линию 118. Но в первую очередь Минздрав призывает вакцинироваться от COVID-19, а также придерживаться профилактических мер, которые эффективно снижают риск заражения, в том числе вариантами дельта и омикрон. Это дистанция от других людей не менее 1 метра, ношение хорошо прилегающей маски, проветривание помещения, частое мытье рук, кашель или чихание в согнутый локоть или носовой платок, иммунизация. Последние 4-5 дней, уже неделя, коронавирус резко увеличился. Уже больше 30, даже около 30 положительных коронавирусов каждый день вывозим. Мы сейчас на дому определяем положительный, отрицательный ковидный коронавирусной инфекции. И исходя с этого мы госпитализируем, если положительный. Замдиректора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов в своем микроблоге Twitter отметил, что скорая уже ощущает на себе 4-ю волну. Он также подчеркнул, что заболевание протекает легче и тяжелых пациентов меньше, чем в прошлом году. Врачи призывают граждан не паниковать, места в больницах есть, к тому же готовится резерв. Все необходимое для лечения больных имеется. Юлия Ценко, Энергешева, ЛТР Бишкек.